Лечение молоком. Среди уральцев становится все популярнее новый вид медицинского туризма – кумысотерапия. За кобыльем молоком горожане отправляются в Кыргызстан. Врачи в голос твердят, напиток необычайно полезен. Лошади, которые дают целебное молоко, всю ночь пасутся высоко в горах, где питаются целебными травами. Наши корреспонденты изучили рецепты напитка. О новом виде туризма расскажет Наталья Трофимова. Здесь не собака лучший друг человека, а быстрый конь. Ад с кыргызского языка переводится как лошадь, имя или стрелять. Именно эти три главных слова сопутствуют кочевнику на протяжении всей жизни. Как истинные странники, кыргызы презирали оседлый образ жизни и никогда не оставались на одном месте надолго. Поэтому верным товарищем и помощником в нелегкой кочевой жизни всегда была и остается лошадь. Вон, поскакали. Всадник на лошади – обычная картина в Кыргызстане. Даже сегодня невозможно представить жизнь кочевника без коня. Детей в селах впервые обучают верховой езде еще в 6 лет, а в 7-8 малыши уже обзаводятся личным видом транспорта. Когда я первый раз научился, папа сам сел и потом меня тоже взял. Потом я боялся, а потом еще не побоялся. Кыргызская порода лошадей особенная. Это образец выносливости и терпения. Кони невысокого роста, с сильными ногами и хорошо приспособлены к горным условиям. Кыргызские лошади нередко становятся победителями на международных скачках. После тренировок на крутых склонах они во много превосходят своих соперников в физической силе. Особая тяньшанская порода, выращенная в горах, они более выносливые, чем наши уральские лошади. Для священного животного кыргызы выбирают имя с особой тщательностью. Часто называют своих скакунов так, какими себе представляют. Например, Актуш – белая птица. Ласковая такая, селюк-тара. Не сразу выговоришь. Лошадь для кыргыза не только друг, но и национальный символ и даже источник пропитания. Конину готовят только на самые большие и богатые торжества. Стоит мясо в 1,5 раза дороже говядины, поэтому для многих остается деликатесом. А вот кумыс и кобылье молоко, напротив, ежедневная пища кочевников. Можно сутки обходиться без еды, но без этих напитков не прожить ни дня. С 5 утра кобыл выводят на дойку. Выцеживать молоко лошадей кочевникам приходится намного чаще, чем, к примеру, у коров. Как минимум 5 раз в день. Своенравное животное подпускать к себе не каждого, да и кобыл может только хозяйка стада. Обязательное условие – рядом должен быть жеребенок. Только в этом случае лошадь будет спокойна и начнет давать молоко. Они такие вот чувствительные, они все чувствуют. Если вот другой запах или что-то, вот сразу пинать. Молоко лошадей необычайно полезно. Секрет в том, что табун пасется всю ночь высоко в горах, где на склонах растут целебные травы. Особенно хорош напиток в мае и июне, в период цветения. Его пьют при нарушенном обмене веществ, как средство против простуды, лечат даже онкологию и сердечные заболевания. А девушки используют его как молодильное зелье. Очищает все вот это внутренность. И молодость. Сейчас в Кыргызстане активно развиваются 2-недельные курсы лечения кобыльим молоком. Но новичкам к напитку сначала стоит привыкнуть, иначе организм поведет себя как при обычном расстройстве желудка. Хотя один раз попробовав, остановиться уже невозможно. По вкусу напиток напоминает что-то среднее между фруктовым коктейлем и березовым соком. Какой-то фруктовый есть чуть-чуть нотки. Такой вот он. Вот из дерева. Сладенький березовый сок. Вот. Еще один продукт кобыльего молока – кумыс. Процесс его изготовления сложный и долгий. Молоко добавляют в закваску и с помощью специальной посуды взбивают его на протяжении нескольких часов. Полученный напиток считается не очень крепким. Процент спирта в нем не больше 2 градусов. А вот если кумыс простоит еще несколько дней, получается все 40. Существует поверье, что секрет долголетия горных жителей заключается именно в регулярном употреблении кумыса. Недаром первым делом гостям на высокогорных пастбищах кыргызы подают полную чашу этого чудодейственного напитка. За возможность увидеть все красоты загадочной Киргизии мы благодарим Ассоциацию курортов Кыргызстана в лице Астаха Акибаева, Генеральное консульство Кыргызской республики в Екатеринбурге в лице Нургуль Тактасуновой и Уральскую ассоциацию туризма в лице Михаила Мальцева. Наталья Трофимова, Максат Навильников, новости Екатеринбург.